Импортозамещение в деле. На МОНДе Сыктывкарском ЛПК начали производство Коми-Пак. Это картонная основа для упаковки молочной продукции. В месяц на предприятии ее готовы производить до 30 тысяч тонн. С комбината продукция отправляется на доработку за пределы региона. К картону добавят фольгу, полиэтилен. Так появится полноценная упаковка. В ней-то молочка и поступит на прилавки страны. Виктория Денисова о Коми-Паке. Цех подготовки сырья. Первым делом древесина попадает сюда. Как хвойная, так и лиственная. Ее рубят и измельчают в щепу. Только в прошлом году Сыктывкарский лесопромышленный комплекс произвел около 1 миллиона 200 тысяч тонн готовой продукции. А это офисная, газетная и офсетная бумага, тарный картон, товарная целлюлоза. Набирает обороты и бренд Коми-Пак. Производят картон-основу для упаковки молочки. При подготовке к производству у нас была проблема с поставкой клея, специального клея для производства этой продукции. Мы этот вопрос с поставкой решили, и мы начали этот продукт производить. Опять же, повторюсь, что здесь очень важно работать с клиентом, с заказчиком. Мы успешно это сделали, и мы получили позитивные отзывы по этой бумаге. После из щепы варят целлюлозу. Затем распределяют на бумагоделательные машины. А там уже нарезка, упаковка и отгрузка. Картон-основу на МОНДе с ЛПК производили до 2018-го. Но выпуск приостановили. Ситуация на рынке была другая. Теперь же производство возобновили. В месяц выпускают до 4 тысяч тонн. В теории объем могут увеличить до 20, а то и 30 тысяч тонн. А вот и готовая продукция. Правда, это только полдела. Для дальнейшей переработки она отправится за пределы республики. Скажем, в Москву или Петербург. Там на предприятиях изготовят упаковку. Технологии разные. Кто-то использует фольгу, кто-то полиэтилен. Но на выходе получается тот самый продукт, привычный нам упаковки. Выпускают Коми-Пак белым, потому он подходит для полноцветной печати. К слову, с химикатами на МОНДе с ЛПК проблем нет. Заключили контракты на поставки с новыми партнерами. В Коми их будут привозить из Индии, Китая, Таиланда, Индонезии и Узбекистана. Отбеливать – это не единственный химикат, там их много разных. И несколько из этих химикатов в России на сегодняшний день не производится. Из-за этого у всех, не только у нас, у всех определенные сложности были. Но мы уже 3,5 месяца активно над этим работаем, все решили. На сегодняшний день больших проблем больше нет. Производители из Коми новенькую упаковку ждут. К примеру, на Сыктывкарском молочном заводе начнут выпускать продукцию в новой таре уже в июле. Полностью готовая она поступит сюда из Москвы. Прежде на заводе выпускали молочку в коробках, основу для которых производили в Светогорске. Теперь ее заменит упаковка на основе Коми-Пака. Отличие от МОНДи, от, допустим, Светогорского комбината, она будет в белой основе. То есть вы видите, сейчас на полках уже магазина стоит такая серенькая упаковочка, то есть она там немножко не хватает, видимо, там каких-то химических реактивов для отбеливания. Они не пользуются этим. А на МОНДе это все есть, будет. Поэтому, если мы когда ее получим, уже запустим в процесс производства и уже появится на полках в белой основе. Молочная индустрия – главный рынок сбыта для Коми-Пака. Один только Сыктывкарский молзавод в день выпускает до 30 тонн продукции именно в картонных упаковках. Спрос есть. Среди клиентов МОНДи с ЛПК – крупные производители готовых упаковок. Они обеспечивают до 95% потребностей всей страны. Виктория Денисова, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.